Работники клавиатуры и микрофона, романтики больших и малых экранов желают познавать и так называемые альтернативные, новые медиаресурсы, оставаясь при этом журналистами традиционной направленности. Награда дирекции информационного вещания телекомпании ТНВ тому подтверждение. Прямо сейчас мы узнаем победителя в номинации «Мультимедийная редакция». Дирекция информационных программ телерадиокомпании «Новый век» и журнал «Салават Куперы». Приглашаем вас на сцену. Мне кажется, что мультимедийная редакция сегодня уже традиционная СМИ, которая просто находит своих зрителей и доставляет им контент на разными способами коммуникации. Либо через телевидение, либо через интернет. И вот телеканал ТНВ, если уж победа сегодня за нами, значит, это удалось. Здесь не разделяют на пожилых и молодых, на говорящих и пишущих, и даже отдельные номинации для блогеров есть. В этом году победителем в ней стала представительница государственного издания Муршида Киямова, но и посторонним сюда вход разрешен. Журналист или блогер? Социальные сети или традиционные средства массовой информации? Существует ли независимая журналистика? Рассуждения на эту тему и вопросы на эту тему пуляются куда-то во Вселенную уже не первый год. И пока конкретного ответа на них нет. Ну, наверное, эти рассуждения можно сравнить с вопросами о первичности курицы или яйца, о традиционных и нетрадиционных семьях или, вот, например, о профессиональных и дворовых командах. Раз, два, три. Журналисты-профессионалы с удовольствием осваивают азы создания видеороликов для популярной социальной сети под руководством тик-ток-продюсера. Уже и такая профессия есть. От создания сценария, режиссуры, съемок, монтажа и демонстрации ролика не больше часа. Для начинающих тиктокеров, говорят, неплохо. Это совершенно параллельные процессы, и сколько раз уже хоронили традиционные СМИ, и до сих пор все работают, существует и пресса, и телевидение, и радио. Важно разделять. Дело в том, что традиционные СМИ качественные, СМИ официально зарегистрированные, отвечающие за свои слова, они должны приходить в новые коммуникационные среды. И, кстати говоря, Республика Татарстан в этом плане является одним из флагманов. При этом так называемых независимых блогеров, целенаправленно идущих в красные зоны, то есть палаты с тяжело больными коронавирусом, в Татарстане вроде бы замечено не было. А журналисты, к примеру, программы «7 дней» телекомпании ТНВ в этих зонах регулярные гости. Мы все с вами переживаем очень непростой период, по сути такой мобилизационный, когда каждый для себя иногда понимает, что ты значишь в журналистике. Можешь ли ты решиться одеть, вот, например, этот костюм и пойти в красную зону. Это почти как на войну поехать. Ну, а руководители редакции в этой тяжелейшей ситуации решают, как выжить, как сохранить рабочие места. По словам председателя Российского союза журналистов, в стране за период пандемии от вируса умерли 50 представителей профессии. 44 средства массовой информации прекратили свое существование. В целом же говорят, что именно к официальным средствам массовой информации стало больше интереса в этот период. Циркулирует огромное количество слухов, сплетен по разным поводам. И все-таки люди хотят получать достоверную, надежную, объективную информацию. И мы отмечаем увеличение нашей аудитории как раз вот за период пандемии. Владимир Соловьев обозначил позицию Союза журналистов России, сказав, что блогеров к журналистике он не приравнивает и в союз таких не принимают. Блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности. Если раньше доверие аудитории склонялось во многом к пабликам в социальных сетях, к YouTube-каналам, Telegram-каналам, сейчас оно возвращается к профессиональным СМИ, и это очень важно, потому что это надо закрепить, это надо не потерять. Для меня это, в принципе, идентично такой, знаете, может быть, я грубо скажу, заборной журналистики. Написал на заборе, чего хочешь, и не отвечаешь за это. У нас региональные СМИ, особенно региональные, загнаны под лавку, потому что проверяющих толпы, смотрят там, правильно ли размещен огнетушитель, выполняется ли такой норматив, сякой норматив. Все, замордовали. А в этот момент разнузданный тиктокер, я цитирую классиков, значит, сидит и там пишет: эти продажные там государственные СМИ, не верьте ни одному слову, верьте только мне. Кстати, принимаю донаты, переводите на мой Яндекс.Кошелек. В региональных редакциях продолжают работать, как говорится, невзирая. И в конкурсах журналистского мастерства, само собой, побеждают те, кто за свои слова отвечает и перед законом, и перед своей аудиторией, и перед самим собой.
Победителями в номинации «За верность журналистике» становятся Набиуллин Рустам Хуснулович, телерадиокомпания «Новый век», и Падреев Дамир Равилович, газета «Шахри Казан». Номинации «Лучший в профессии» становятся Юзяева Эльзира Зуфаровна, телекомпания «Новый век». Вот уже практически не осталось знакомых мне лиц. То есть, если раньше вот на подобных тусовках, так скажем, в кавычках, встречались, то везде все там поздравляли, там все радовались, да? Сейчас смотришь, и уже очень мало знакомых, потому что люди уходят из профессии, мало кто задерживается. Это обусловлено, конечно, многими факторами, да? Но остаются, наверное, самые такие терпеливые, самые преданные этой профессии. И я надеюсь, что я из таких. Очень сложно привести молодых людей в профессию. Я уверен, что у вас аналогично. Крайне сложно. Видите, что на рынке происходит? Тиктокеры, авитологи, ютуберы, еще много разных громких слов у нас просто из-под носа уводят студентов с университетов. ТикТок — это скорее, ну и вообще любые соцсети, это скорее поддержка тому, что есть. И, конечно, если оставаться только в традиционных медиа, то и молодежь не придет, ну и потихонечку медиа действительно уйдет там в никуда. А благодаря тому, что расширяется все это на соцсети, у каждой газеты есть свой сайт, есть свои группы в соцсетях. И молодежь можно привлекать к этому, и, конечно, это популярно, и, конечно, это совершенно новые аудитории, которых не было до этого. Мы говорим о том, что в так называемых новых медиа появляются самозванцы, вот эти так называемые инфлюенсеры, лидеры мнений, и это зачастую люди необразованные, ни в чем не разбирающиеся, с огромным опломбом, и они наносят вред тем, что, не отвечая за свои слова, не имея никаких источников, подтверждающих их так называемые сенсационные заявления, работают во вред огромной аудитории, рассказывая про чипирование, вышки 5G. Журналистика профессия непростая, очень нужна обществу, очень нужна людям. Вы на острие всех проблем общества, действительно четвертая власть, и вы, как обнажаете проблемы, местами подсказываете пути их решения, и от вашей взвешенной и объективной позиции во многом зависит жизнь общества в целом. Самой эффективной на конкурсе «Хрустальное перо» в этом году признана пресс-служба Министерства здравоохранения Республики. И, пожалуй, она последние 1,5 года и самая востребованная, само собой, вместе со всей системой здравоохранения. Но при этом мы уже успели подзабыть, что год 2020 для нашей республики был не только карантинным, но и юбилейным. Победителями в специальной номинации за лучшее освещение темы столетия образования Татарской ССР становятся Газалиева Дина Алифовна, телекомпания «Новый век» и информационный центр «Заинск-Информ». Мы впервые на нашем родном телевидении, на нашем родном телеканале «Татарстан. Новый век» взяли такой, достаточно высокий размах, и у нас принципиально в программе говорят только федеральные эксперты и федеральные персоны. И бесспорный обладатель гран-при, имя которой не вызвало сомнений и возражений в профессиональной журналистской среде. Любовь Агеева, первый редактор газеты «Казанские ведомости», бывший руководитель парламентской пресс-службы, ныне главный редактор газеты «Казанские истории». Удалось поработать в нашей профессии очень в разных сферах и остаться самим собой, журналистом. И желаю вам и в 75 лет быть действующим журналистом. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.